До главных выборов страны остался ровно месяц, а это значит, работа территориальных избирательных комиссий в самом разгаре. Всего на территории Сунжинского района 18 избирательных участков. Из них 14 находятся при образовательных учреждениях, 4 в домах культуры. Все двери УИКи откроют уже 15 марта. Только в Сунжинском районе потенциальных избирателей насчитывается более 25 тысяч человек. Сейчас подготовка идет в плановом режиме. По словам председателя территориального избиркома, предстоящим выборам практически все готово. Все территориальные избирательные участки для проведения выборов оснащены необходимым инвентарем и оборудованием для проведения выборов. Троицкий 4 участка, Нестерская 4 участка, Алхасты 1, Галашки 3, Мужичи 1, Датых 1, Алкун 1, Чемульга 1, Бердюрт 1, Ашты 1. Все избирательные участки выделены, оснащены стационарными металлодетекторами. Из них они, которые выделены Министерству имущественных отношений. Установлены и камеры видеонаблюдения на 7 избирательных участках. Это нужно для того, чтобы избежать спорных моментов во время проведения выборов. Все они будут транслировать в высоком разрешении весь ход голосования. Честность, гласность и прозрачность выборов должны обеспечить независимые общественные наблюдатели. В 2 участках у меня по району стоит КАИБ. Это у нас 805 участок, Нестерская ДК, и 808 участок, это у меня Галашка. Это там считать ничего не надо, там сама электронная, все считается, компьютер, КАИБах, там стоит такой механизм, там все считается, бюллетеней, сколько прошел, сколько посчитано, сколько испорченное. Она сама протокол выдает. Ну, там, конечно, чтобы люди должны приходить на эти участки, и приходят они, с первенством они ходят. Это примерно у меня в районе 2 КАИБа, но в других районах, у кого по количеству избирателей, они ставятся. Выборы президента Российской Федерации – процедура прямого, тайного, равного и всеобщего голосования по определению главы государства. Крайние проходили в 2018 году. Одобренные на референдуме в 2020 поправки к Конституции позволили нынешнему президенту в 3-й раз подряд идти на выборы. Всего на территории республики будут функционировать более 140 УИКов. Сейчас ведется работа по актуализации списков избирателей. И не только. Указанием у каждого УИК, каждый избирательный участник комиссии будет с этим находиться, и там полностью у него будет написано фамилия, имя, отчество, чтобы любому, который избирателю мог зайти, спросить, не спрашивать фамилия, имя, отчество, то, что ему помогать может надо, может старейшие не знают некоторые, может без очков не умеют. Они будут к каждому подходить, они будут объяснять, что надо проводить, там бюллетень возьмет, там кабину перейдет, потом ящик куда и сбросит. Все инструкции они будут с членами комиссиями обсуждать. Но это то, что касается самих выборов и так называемых дней X. Сейчас для оповещения жителей организована специальная работа «Информ-УИК». Из числа членов участковых избирательных комиссий определены 66 обходчиков и 18 координаторов проекта. Жителей о предстоящих выборах, у них каждого будет своя программа, свой логин, пароль. И у нас они подготовлены, полностью обучение они прошли у нас. Для них все, что у нас имеется, для них мы им помогаем, с ними работаем, чтобы у них проблем не было. И все они уже подготовлены, и это уже начинается с 17 февраля до 7 марта. В целях информирования жителей о предстоящих выборах на территории всех сельских поселений Сунжинского района размещены баннеры и растяжки. Жители региона осознают всю серьезность предстоящего мероприятия и всегда демонстрируют высокий процент явки. Для многих это важная гражданская миссия. Это прописано в Конституции, это гражданский долг и даже обязанность в какой-то мере. И нужно идти и выбирать. Я всегда хожу на выборы с семьей. И все голосуем. Я считаю, что выборы – это долг каждого гражданина Российской Федерации, потому что от этого зависит будущее нашей страны. Я для себя выбрал кандидата достойного. И вот мое отношение. В этом году 3 дня голосования. Как Да. ты считаешь, удобно ли это? Да, конечно, удобно. Вот, например, я учусь, и, может быть, выборы совпадут с моим днем учебы. То есть я могу выбрать для себя удобный день и пойти на выборы. И проголосовать. На сегодняшний день на президентских выборах 2024 зарегистрировано 4 кандидата. Хава Гагиева, Султан Магушков, Магаз 24.